Ну, собственно, по профессиональным прошлые заслуги как-то помогают. Разноименные стойки снова у спортсменов. Анзор Эльгараев, который представляет Россию, провел свой первый бой профессиональный в ММА в 2017 году. Одержал победу над Бесланом Амамадом во втором раунде. В 2019 году принял участие на турнире Беркут Young Eagles 9, где одержал победу треугольником над Расулом Алсугеновым. В своем крайнем бою Анзор потерпел свое первое поражение в профкарьере, уступив Чермену Габаеву единогласным решением судей. Ну и, собственно, вот он снова в лиге ACA Young Eagles, где не ищет легких путей, а встречается с действительно хорошим, сильным соперником, бойцом из Таджикистана Хуршидом Назаровым. Ну вот, собственно, попытка прохода. Много колен, кстати, стало. Я его заметил в последнее время. Раньше их так часто не использовали. На самом деле эффективное оружие колени. Да, ну и... Если правильно, конечно же. Ой-ой-ой, какой жесткий лоу-кик. Аж, причем в нижнюю часть ноги. Выстегнул, получается, так. Подрубил опору. И, кстати, обратите внимание, след уже есть от лоу-кика на ноге Анзора Эльгараева. И еще один в эту же область. Но Хуршид Назаров боец достаточно высокого уровня. Матерый. Да, и с хорошими жесткими ударами. Я не удивляюсь, если у него крайне неплохой тренер по тайскому боксу. Жесткие удары, причем, ну, не все рискуют бить в голень, потому что это можно травмировать себя самого. Но вот нет, бьет и бьет хорошо, жестко, плотно. Видимо, в крепости своих ног уверен. Достаточно ноги набиты. Ну вот и, кстати, Анзор сейчас хорошо ответил внутренним лоу-киком. Ну вот снова. Видимо, готов он и в этой манере тоже поработать. О, в область печени. Жесткий удар. Плотно было. Двойка. Но вот сейчас уже мимо проскочила. Хорошее колено, но подхватил его Эльгараев. Попытка перевода. Ну, если вот несколько лет назад, там 3-4 года назад, мы могли говорить уверенно, да, что для азиатских бойцов ММА борьба — это слабая сторона, то сейчас уже не так все однозначно. Ну, их тогда еще так много и не было. Да. Не было достаточной селекции. Сейчас, конечно, таджикские, киргизские, в первую очередь, спортсмены, ну, уже и узбекские, и казахские показывают высокий уровень. И еще один мидл-кик. И посмотрите, сейчас занял позицию сверху. Да, позицию сверху, даже был близок в один момент, казалось бы, по крайней мере, что сядет в маунт. Только про туркмен я что-то ничего не вспомнил. Ну, есть экс-чемпион ACA в полутяжелом весе Давлетжан Якшмурадов. Да, сильный боец, просто... Но он в большей степени все-таки в Украине и в России тренируется. Ой, смотрите, как интересно. Почти захватил. Не получилось немножко захватить ногу, а так вообще попытка рычага колена всегда интересный вариант. Наверное, отсутствие большого количества туркменских бойцов обусловлено тем, что закрытая страна. Да, и, наверное, не очень интересно развивать это внутри себя. Ну, собственно, многим странам это не так интересно. Мы же представляем тот мир, в котором это интересно всем. Да. В этом, конечно, отличие. Так, интересно, это что такое? Такой комбинированный рычаг локтя, что ли, был? Ну, показалось, так, что... а вот сейчас... Еще, а вот сейчас... Вот что здесь? Здесь, в принципе, можно, да. Ага, вот на треугольник перешел, снова на рычаг. Слушайте, ну здорово. И еще, и снова на рычаг. Ну, вот. Очень грамотно подворачивается Хуршид Назаров. Но вместе с этим и отмечу очень быстрые и интересные переходы со стороны Анзора Эльгараева. Вот он сейчас зашел за спину в таком классическом стиле бразильского джиу-джитсу. Прям классно, классно. Действительно, хочется аплодировать ему в этом плане. Именно технично сработал. То есть, вот, преимущество тех, кто владеет техникой. Ну и концовку забрать близок к этому.
Хватит ли этого, не уверен. Да. Но да, действительно, показал класс, по крайней мере, вот в том, что он называет джиу-джитсу. Завершается первый раунд. Второй раунд. Ну что ж, интересно. Каждый в первом раунде успел себя показать. И Хуршед Назаров в первую очередь в ударной технике, своими жесткими ударами ногами, я бы отметил. И очень интересной техникой джиу-джитсу. Ну, наверное, пускай в кавычки возьмем, но именно, наверное, умение интересных таких смен позиционных и попыток рычагов локтя многократных. Вот этим запомнился Анзор Эльгараев. Смотрите, левый Фронт-кик. от Назарова. Вот, пожалуйста, статистика на ваших экранах. Интересно, все-таки хочет найти свое счастье именно в борьбе Анзор Еще Эльгараев. один удар в область печени. Правым мидл-киком отвечает Эльгараев. Очередная попытка перевода. Пока пытается защититься достаточно успешно Хуршед Назаров. Ну да, собственно, переводов как таковых пока ни у кого реализованных не было. Были ошибки, был партер, а вот именно таких переводов, что кто-то захотел, запланировал и реализовал бросок, тейкдаун, такого пока не было. Да, такая вязкая работа в клинче. Ну, честно говоря, мне кажется, не получится здесь какого-то такого яркого развития. Надо выходить на дистанцию и пробовать что-то снова. Здесь каждый достаточно контролирует другого, чтобы ничего не дать сделать. Хотя, с другой стороны, все-таки это записывается потихонечку в копилку Анзора Эльгараева, потому что он работает, бьет. О, жесткое попадание от Хуршеда Назарова. И перевод от да, него. перевод навстречу. Интересно. Вот ему, в отличие от Анзора Эльгараева, удалось все-таки перевести. Ну вот сейчас... смотрите, да, Анзор, в принципе, не сказать, чтобы сильно расстроен. Видите, подкручивается на рычаг, локти готовит. То есть любит он бороться. И вот, собственно, забирает. Вообще не прятал, говорит, сейчас буду делать рычаг локтя. И начал делать, и вот взял. В другой момент не удержал. Но мы видим, что в любой ситуации в партере, будь там на спине или сверху, Анзор Эльгараев находится в своей стихии. Да, он комфортно себя чувствует. Другой момент, что нельзя долго, без потери сил находиться в этом положении, потому что соперник сверху работает, бьет, да и просто давит. Это лишает возможности нормально дышать, отнимает силы. Можно, конечно, пробовать найти какие-то приемы. Как говорится, 100-500 переходов разных на ноги. Но, опять-таки, то, что они есть, это не значит, что их сейчас можно сделать с таким запасом сил и с таким опытным соперником. Хуршед Назаров сейчас, я думаю, что имеет время даже восстановиться. Ну, не знаю, будут ли еще попытки здесь проведения приемов. Но уже несколько не получилось. И
может быть, пробовать что-то новое. Вот интересно, такую омоплату закидывает, через нее попытка выйти на рычаг. Пока все неудачно. А вот если ущемление бицепса попробовать сделать здесь, в принципе, возможно. Я не знаю, владеет ли этим приемом Анзор Эльгараев, но как раз для этого приема все есть. Просто руками прихватить подмышку, а нет, все уже не получится. Ну, вообще редкий прием, конечно, да и не сказать, что он сильно подсмешный набор. Интересно. Да, такой размен. Ой, Вау! ой, жестко-то Рота. как. И удачно так попал. Ну, в том плане, что попал точно. Но, Сила недостаточно, может быть, да, было в силы этом ударе. недостаточно и держит вот так- хорошо этот удар Эльгараев. Ну, честно говоря, с места вот так вот его закручивал. Это несколько убрало силы. В японской терминологии ушира маваши. Удар ногой с разворота в голову. Коронный удар Лечи Курбана. Да, ну, кстати, выдающегося тоже чемпиона. По-моему, номер 1 в нашем российском карате. Я думаю, да. Ну, до него никому жить не удавалось выиграть открытый чемпионат Японии. Ну, Не из японцев. да, это очень престижно, как вот, например, сейчас в дзюдо такой же престиж есть. Японские дзюдоисты сейчас, это, конечно, суперкаста. Представляете, прямо в голову, прямой в голову хорошо прошел у Хуршеда Назарова, и сейчас он переводит. Да на молодец, канвас, да, молодец, Назарова. честно говоря, показывает свой высокий класс. Не просто так он здесь в лиге находится. И да, и 7-0 это не просто набитые цифры. Да, да, каждый из них, видно, действительно потом и кровью добыты. Молодец. Действительно, многое знает, умеет. Вот, много у него получается. Да, создает ему серьезные проблемы Анзор Эльгараев, но, по-моему, все-таки Хуршед в большинстве эпизодов ведет. Да, ну и вместе с этим, кстати, не спешит он как-то занятое положение реализовывать в попытке досрочного завершения. Ну, может быть, просто ищет. Так, потихонечку поработать корпус-голова, и в какой-то момент попробовать, да, резко оторваться и сработать жестко. А вот, кстати, опять заходит на рычаг локтя Анзор Эльгараев. Он здорово это делает, давайте это признаем. Чуть-чуть бы в реализации еще добавить. И моменты-то были отличные. С кем попроще бы уже прошло. Менее 2 минут до конца этого поединка. Ну, конкуренция вот от боя к бою возрастает, такое ощущение. Да, сильные бойцы, и каждый выходит выигрывать. Другой момент, что вот есть объективные показатели, которые сегодня дают больше шансов одному, меньше другому. Готовность, опыт, настрой. И хорошие хаммерфисты от Хуршеда Назарова. И новая попытка придумать какой-то прием снизу. Пока все. Так, треугольник, рычаг. Ну, не получается, не хватает сил. Да и скользкий уже. Последняя минута последнего раунда. Хотя вот был же знаменитый первый поединок Сильвы Сонан, когда все решилось, мягко говоря, не сразу.
Так. Не позволяет все-таки Хуршед Азаров встать Да, поджимает в Азору стене. Эльгараеву. Да, очень важно для него сейчас завершить поединок именно в роли агрессора. Ну, чтобы, да, не оставить каких-то шансов судьям на какие-то такие размышления. Зафиксировать за собой победу в этом раунде. Ну и практически завершен этот поединок. Напоминаем, этот бой уже под номером 19. Ух ты, остается еще 5 всего. Да, ну и судя по всему, Решением судей. Победу одержал боец Красного Хуршед Назаров. ДШБ. Республика Таджикистан. ну что ж, поздравляем его с этой победой и братскую...